Друзья, доброе утро. Леди Крышин. С вами снова Лейла. Так, хотела снять горы, но пока я из окна выглядывала, было так хорошо и ясно, а что-то вот как вышло, не так уж видно, но ничего. Дело в том, что я вам обещала их показывать, как могу. Вот так вот. Ну вот, друзья, рано утром было еще солнечно, так красиво, но что-то сейчас немножечко тучи понабежали. Короче, день мой начинается, меня зовут на оладушки уже, моя дочка и внучка приготовили, говорят, мне там оладьи, у меня сегодня выходной, законный, как бы, сегодня целый день обещается готовка у нас, вчера мы так говорили, что будем заморозки для меня делать, дочка моя обещала мне их сделать, ну вот сейчас пойдем туда. Как у вас у всех, друзья, дела? Огромное вам спасибо за поздравления, что вы меня поздравляли с рождением внука. Я вам очень благодарна всем. Огромное вам спасибо. Спасибо новым подписчикам, которые подписываются. Спасибо всем. И надеюсь, у всех у вас хорошо. И все у нас будет хорошо. Снег у нас, как видите, подтаял уже. Практически даже в некоторых местах, где немножко мы подчищали, и совсем его нет. Но там еще лежит. И так прохладненько. Но какая бы ни была погода, это хорошо. Ничего страшного. Вся погода хороша. В комнатах у нас тоже немножко уже потеплело. Ну все, друзья, давайте будем с вами дальше идти. Посмотрим, что у нас будет. И я опять беру вас с собой сегодня. Единственное, что у нас сегодня не будет штатива. Не придется мне просто быть оператором. Так, друзья, ну и сегодня я решила свою дочь в действительности хорошенечко проэксплуатировать, как говорится. Раз приехала она на 2 ночи. Вчера уже переночевала у нас. Я как раз собиралась делать разные себе заморозки. И как раз сказала о том, что хочу заморозки сделать, чтобы когда приедут гости, а у меня должны быть на следующей неделе уже гости приехать, ну не знаю, будут ли они у меня, но по-любому брат, конечно, у меня будет, ну и они по-любому ко мне тоже будут приходить. Так, Аишка тоже хочет, да, помочь? Да. Короче говоря, хочу сделать заморозки, чтобы я не была, ну, много времени не тратить. Я не люблю замороженные, конечно, полуфабрикаты, но в это время у нас не будет ничего страшного. Зачем тебе перчатки? Ты готовишь для меня. Не знаю, потом скажут, ничего, и на продажу можно в перчатках. Все говорят, если руки чисто вымыты, намного лучше, чем перчатки. Так, вот первый рис у нас будут тефтели, да? Ты на мне хочешь заморозить? Просто у меня был сварен рис, поэтому она мне решила заморозить тефтели. Голубцы вчера мы сделали, и голубцы надо будет сделать. Короче, хочу голубцы, тефтели. Надо будет еще курочек. Заказала я. Будем курочек тоже. Заготовки для курочек. Что еще будет? Ну, посмотрим, походу, все, что она мне будет делать. Конечно, на улице холодно. На улице минус 8-10. Ну, походу, покажем. Это первое, вот, что она сейчас будет делать. Килограмм фарша, 2 луковицы средних, да? 3 даже добавила. 3 луковицы, 2 яйца надо добавлять. Ну, если замораживаешь 2. Если замораживаешь 2. Чтобы было лучше. Да. Ага, понятно. И стакан, не полный стакан риса, да? Нет, стакан. Полный ты добавляешь, да? Соль, перец, граненый стакан риса. Вот все, и теперь будет... Нет, надо взбить, чтобы он... Не взбить, только отбить. Ну. Если ты немножко отобьешь, если минут 15-20 да. Пусть полежит, это все будет хорошо. Моя, повар, которая со мной работала, Мария, всегда делала так. Она заранее готовила все фарши для котлет, для тефтелей. И минут на 20, на 30 оставляла. Потом они получались вкуснее. Тут Иришка пришла к тете помогать. Тетя сегодня не хочет, чтобы ее снимали, без косынки тут не готовит. Фартук не одевает. Да, Ишка? Тетя Эхлеви, и самое главное, Аишка со вчерашнего дня к бабушке вообще не подходит. Вообще. С тетей. Все время с тетей.
Так, короче, тефтели готовы. Теперь котлеты. Для котлет тоже килограмм фарша. А почему ты синий лук добавила? У нас же обычно... А, я знаю, он остался вчера, жалко его было. Ну, оставил для салата. Короче, килограмм фарша, 2 картофелины средние, да? Да. 2 лука. 3 даже, я только 2 добавляю. 3 лука и... 5 кусков хлеба. 5 кусочков хлеба она добавляет. Вот, теперь у меня тефтели есть. Котлеты тоже будут из килограмма. Ну, а манты, наверное, я сама сегодня сделаю. Сейчас как раз не делать нечего. Манты. И надо будет несколько запеканок мне сделать. Короче, эксплуатирую я тензилу по полной. Так, котлеты тоже уже все. 3 лотка по 16 штук, короче, да? Вот 3 лотка. Как видите, 18 котлет. У меня разморозится котлеты, наверное, еще можно будет сделать. Хотя котлеты и быстро готовятся. Не знаю, почему-то не люблю я эти заморозки. Так, друзья, и заморозки Тандила продолжает мне делать. Решила мне сделать запеканочки. Вот такие у меня 3 такие формочки были. Эксплуатируем мы ее дальше. Привет. Добрый день. Ты, по-моему, уже здоровалась. Это все один же тот же день. Аишку мы с ней уложили. Ложи. Это фарш. Ну, рассказывай сама, что там у тебя и как там. Килограмм фарша, просто 3 лука и яйцо. Все. 3 средних лука. Да. И соль, перец по вкусу. Фарш желательно, чтобы не жирный был. По-французски? Да. Ты здесь сыр не натерла просто. Все. И моя морозилка будет теперь готова. Лук. Ну, нарезали уже. Он же не обжаренный? Не, сырой. сырой. А обжаренный для чего? Для запеканки. Бывает же, кто с грибами не любит. И грибочки. Можно и маринованные грибы в банке, которые не обязательно свежие. Это свежие обжаренные грибы. У меня было полкило лежало. Я их на салат себе купила, но у меня руки не доходили до этого салата. Помидор. Ну, замороженные, наверное, я только завтра смогу показать, когда все заморозится. У меня не так быстро прихватывается в моем морозильнике. Она говорит, у себя за час все замораживается. Я не знаю. Даже не за час, за 30 У минут. меня что-то так быстро не морозит ничего. И сыр. Обычный голландский сыр, да? С Мне ним вообще-то все долго. нравится, чтобы моцарелла была, но моцареллы у нас нет. Есть, что ты хочешь? Что ты вяжешь? Черный, черный. Вот. Лебуцели. Угу. Все, одна готова. Так, это тоже с сырым луком, да? ты будешь? А, то же самое, что ли? То же самое. А, 2 это будет мясо с сыром, да? А на одну можно было и картошку положить. Внизу. Наверху уже нельзя? На фарш нельзя, на картошку. Почему? Не знаю. Не мешает. Ну, если такое же, я не буду пока. Так, третий пошел. Теперь будет просто запеканка, да, без грибов? Да. Обжаренный лук, морковка, болгарский перец, помидоры. А вот будешь каждые 2 недели приезжать и мне заморозки делать. 2 недели. И тогда я буду работать. Ты мне еду сделаешь, я буду работать. Она все меня ругает, что я никак не делаю эти заказы. Вот вчера, позавчера, которая лепила пельмени, сегодня отправила, мне их опять лепить надо. Я бы их каждый день отправляла, если ты делала бы. Будем делать. У меня как раз в воскресенье все забиты, заняты.
заказы у тебя, да? Причем, когда у А нас... если я переманю твоих клиентов, пожалуйста. что ты будешь делать? Пожалуйста. Вдруг твоим клиентам мои понравятся больше. Не понравится? А ты какая довольная. Ну прям яйцо. У Главное, кого ты меня знаешь, что научилась? бесит? Когда ты спрашиваешь, это как надо готовить, меня это убивает. Кто учил-то тебя? Ты учил. Почему сначала не болгарку? Подожди. Чередовать. Помидоры и болгарка у меня замороженные из моих запасов. Говорит, почему мы... Болгарку, правда, мы замораживали раньше, но помидоры только в этом году. Сама говорит, я, говорит, даже и не знала, что их можно замораживать. Я сама только в этом году помидоры замораживала. Милое дело. Ну, после салата уже остаются. И на пиццу положить, и на запеканку положить, и покупать не надо. Обычно я зимой эту пиццу просто чисто даже из этих помидоров не делала, потому что все-таки накладно их покупать за такую цену. А мальчики любят пиццу. Может, сегодня сделаем пиццу? Не знаю. Аишка, наверное, проснулась, бабушка зовет. Сейчас что, бабка придет. Так, ну вот, 3 запеканочки у меня готовы, 2 по-французски и 1 просто запеканка с поджаркой такая. Ну, это на экстренный случай, друзья. Как я говорила, если кто-то придет в гости, я быстро могу в духовку поставить. Или если я не успеваю. У меня много бывает, вот, и сейчас хочу тоже заняться полуфабрикатами для себя уже. Вот заготовлю себе, чтобы я не отлучалась от этих своих, ну, от своей работы. Хоть и не люблю, еще раз повторюсь, эти заготовки, но все-таки, чтобы я могла вот встать и работать. Потому что скоро Тазила тоже собирается уезжать на какое-то время, и мне придется ее заказы тоже выполнять, поэтому мне надо как-то вот накопить именно манты, пельмень. А котлеты, тефтели, это моментально можно сделать, по идее. Но то, что мы сегодня делаем, это делается заморозка вся для меня, не на продажу. Так, теперь Аишка проснулась и помогает тете. У нас Аишка как будто бы зима. Боюсь, что она тут у меня простудится. Так, теперь будет рулет. Но это уже не заморозка, друзья. Это у нее какой-то эксперимент. Она, как всегда, экспериментирует у меня. Мои продукты переводить можно. Свои жалко. Какой-то будет рулет со шпинатом и с малосоленой семгой, да? Вот. Ну, если эксперимент получится, это, конечно, будет здорово. Семгу я обожаю. Ты не поставила на место. Так, в блендере, короче, шпинат вместе с яйцом. Что-то она у нее уже ей не нравится. Блендер что-то не работает. Надо было тряпочку подложить, чтобы не каталась твоя. Мука там у нее примерно стоит. Ну, где-то 100 грамм. А это Потом сейчас взбитый белок еще Да. надо, да? жидкий сюда отдельно. Указываю. И вот. Вот и сюда. Ну, сейчас она даст эту консистенцию. Вот. Все. Да. Просто тут он уже влажный, у нас шпинат у меня же замороженный был. А там у тебя в рецепте свежий идет. И замороженный. Нет, ну там показывается там, да. свежим, поэтому у тебя был жидкий пар. Муки больше не надо? Нет. А? А муки чем меньше, тем лучше. Ну, чуть-чуть добавим. А раскатывать на чем? На пергаменте? Да. Ну, жидкое тесто же, как на. И соль, перец по вкусу. Добавила? Надо сейчас добавить. Печка. Потечь. У меня сегодня штатив забрали. Мы штатив поставить, все показать не получается. И Брашка своей одноклассницы на день рождения, на свадьбу сестры, короче, девчонка попросила у него штатив. И поэтому приходится мне сегодня быть оператором.
А так бы поставили штативы, все бы вместе как-то делали, снимали. Если когда уже будет готовый, а то мне слишком длинный получится ролики. Так. Короче, шпинат, желток, взбитый белок и мука. И раскладывается вот так вот на пергаменте. Маму, моська, давай. Каспер. Каспер, давай. Что было? Другой телефон. Аишка, а ты что тут делаешь? Все в духовку на 180 градусов. А 10 семгу минут. когда? Потом, после выпекания. А, и не сразу заворачивать? А, ну ладно, я думала, Семга-то сразу. готовая. Зачем там? Так, друзья, опять у меня накладка, как всегда, из меня оператор, не буду называть какой. Короче, когда она заворачивала рулет, оказывается, я не снимала. Вы меня, наверное, простите. Короче, вот это вот запеклось в духовке. На него она намазала сыр. И сливочный сыр. Сливочный сыр и сливки перемешала, намазала, потом положила туда ну, вот эту тонкую семгу, и вот такой вот омлет получился. Не знаю, я бы правда поела семгу и без этого омлета. О, тут острее нож, маленький. Ага. Ну, просто первый кусок хотя бы покажи. Так, у нас тут все вместе. И салаты, и мадини суп варим в больницу. И аишка. Тупой нож, да? Да. И Прашку уже 3-й день прошу наточить. Может быть, надо потоньше, нет? Сейчас, вот. Ты, по-моему, много начинки, нет, Танья, она положила? Нет. Или сливки много добавила? Сливки там просто. Нам, потому что жидкая начинка получилась. Яичко запади. Меня спросить, там сливки лишние, просто сыр, потому что, видишь, жидкое. В следующий раз будешь знать, что просто... Там сыр все равно такой Не плавный. плавленый, жидкий. Поэтому ты добавила сливки. Пришлось снова переснимать. Короче, сливки вообще, мне кажется, здесь неуместны. Просто сливочный сыр намазать и все. Потому что из-за того, что она добавила сливки, начинка жидкая, мне кажется. И пергамент смазать маслом. И если даже ты будешь добавлять сливки, то только чуть-чуть немножко. И она с трудом отодрала вот это вот от пергамента. Мне кажется, нужно намазать маслом. Так, наши заготовочки потихонечку продолжаются, да, Ишка? Теперь мне Танзила и Аишка будут мариновать уточку и курочку. Просто замаринуют и положат тоже в морозилку, чтобы была готова в любое время, я могла ее запечь. Вот сначала просто посолила, да? Я, правда, делаю по-другому, но сегодня я не хочу ничего делать и не хочу сюда вникать даже. Пускай делает. Лишка, подожди. А так ты в чашку... У нас там еще есть Хватит, вот я приготовила маринад. Так, в маринаде у нас, значит, перец чесночный, хмели сунели, перец красный чили и паприка. Все. И масло, да, растительное? А чеснок не будешь добавлять? Чеснок уже при... А, перец чесночный добавил. Перец чесночный. А чеснок можно, наверное, при... Можно при при запекании уже добавить. Но он уже там есть. Все равно мне запах чеснока нравится так. А туда знаешь, что еще можно было? Он тоже сделал. Что? У меня же там абхазская джика есть. А, ее не надо сюда. Вот приправа у тебя была какая-то куплена, там уже все есть. Вот еще что-то добавила? Вон же приправа, я не знаю, что А, это такое. сванская приправа для жарки мяса. Для курицы тоже самое. И то же самое она сделает и с этой курочкой. У меня просто, когда замораживали мы в холодильнике, места не было, я их вынула, они разморозились как раз. И курочка, и уточка. Я говорю, давай-ка сделай, чтобы обратно ее не замораживать в таком виде.
Но это мы опять будем замораживать, если честно, потому что сегодня-завтра запекать я их не буду. Это мне так, всегда на экстренный случай, чтобы лежало. Все, ну и точно так же, как и вот эту курочку, ой, курочку, говорю, уточку сделаем и курочку. Тут, видите, уже и голубцы нам сделаны. Видите, сколько голубцов. То есть сейчас пойдет на заморозку. Голубцы, тефтели, котлеты. Сегодня у нас такая вот крупная заморозка. Я лепила галушки эти из муки, из пшеничной муки. Так, друзья, теперь Аишка и Танзила мне будут делать люля-кебаб. Да, я вчера, Аишка, да, я не трогаю руками. Короче говоря, тут фарш килограмм. Сколько у тебя там лука, чеснока, чего, говори сама. Репчатый лук, где-то 2-3 штуки примерно. Соль, перец по вкусу, кинза, зеленый лук, зелень. Но это все по вкусу. Кто, например, можно, я люблю через мясорубку крутить, можно рукой нарезать или блендером нарезать. То же самое же и лук. И чеснок по вкусу, кто как любит. И соль, перец, как по остроте, кто любит. И одно яйцо. Да, и одно яйцо. И обязательно надо их смазать яйцом, чтобы они, вид у них красивее был. Когда запекается? Да, когда запекается. Ну, это мы сейчас будем замораживать, Да. чтобы они у меня были готовы. Давай. Ой. Так, и вот 2 лотка люля она мне сделала. Сколько штук что-то получилось? 10. 4, 7, 10, да. Люля я люблю больше всего, конечно. Вот так вот. Сегодняшние заготовки. Сейчас поставлю в морозильник, а завтра уже замороженные вам все покажу. Так, сегодня делаю заказ на куриный рулет и на говяжью, на баранью, не на говяжью, и на баранью ляжку. Короче, баранью ляжку она еще вчера замариновала, будет чуть-чуть попозже жарить. А сейчас она будет делать говяжий рулет. Сейчас. Вытри ей нос, пожалуйста. И вот начинка будет это яйцо, да? Да. У тебя тут фарш, лук и все? И все. Хлеб. Ну как на котлеты, да? Нет, картошки нету. Хлеб, лук и все. Фарш не жидкий должен быть. Не жидкий? Да. В смысле? Ну вот. Ну, с луком не переборщить, чтобы он такой вот был. А чтобы он такой был не жидкий, знаешь, как хорошо? Поставить минут на 20-30 в холодильник, и будет не жидкий. Я обычно ставлю, просто лук нельзя переборщить. Ну все, сейчас давай будешь закручивать. Зелень жестко. Так, лето. Мишка, зелень уже. Ты ее хоть помыла? Мама, поясенец маленький. С грязней мордашкой ты у меня. Да? На тени не красишь. Смазалась опять со своими тенями. Так, вот. Ну, заворачивай тогда. Танзилу заказы и дома даже догоняют. Вернее, она не дома, а у мамы в гостях. Ты же ничем смазывать не будешь? Яйцом. Желательно. Есть у тебя яйцо? Есть. Между прочим, это, вот этот вот рулет когда-то еще, когда я была молодой, невестой, был мое фирменное блюдо. Сейчас тебя спросит, А сейчас меня спросить, я действительно я ничего не делала. И те же люля. Я тоже. Так, и смазывается рулет яйцом, да? Его обычно бычий глаз называют еще. Ну да, когда-то, вот я теперь вспомнила, что вот бычий глаз я готовила его именно на
свадебно говорю, на стол на Уразу Байрам, короче говоря. Так, Аишка, походу, не хочет, чтобы тетя ее уходила. Тетя уходит уже. Выбежала на улицу. Нет, говорит, я тоже ухожу с тетей. Или тетя говорит, останься, или я с тетей пойду. Сейчас Танзила уезжает. Сначала заедет к сестре с передачей и домой. Пока, тетек, пока. Аишка, далости, бычик, далости, тетек. Пока-пока. Пока-пока. Yılxıcız, yılxıcız. Hayli kurt diyor gibi, hayli kurt diyor gibi, hayli yok mu yok hayli. Ой, маме, золотой.